Ну, для контроля, для своего у нас есть сводный график производства работ, где все улицы происходящие, которые существуют, где переходящие объекты. И еженедельно у нас вообще проводятся штабные мероприятия с участием ресурсно-снабжающих организаций, ГИБДД, и проектных институтов при необходимости, ну и, соответственно, конечно, подрядчиков. И мы каждый завтра тоже по средам у нас это проведение. По улице Каландарашвили, сейчас, если говорить, у нас контракт уже заключен был с прошлого года, 70 миллионов рублей у нас был мост. Стоимость. В общем-то, с прошлого года мы начали со стороны проспекта Ленина. Также эта улица у нас попала под социальную газификацию и переустройство коммуникаций газовых. И УГРС с апреля месяца начали производить работы на участке 1 километр по метру. То есть от улицы Возносимова перекрестка до улицы Лермонтова у нас протяженность километр 700, у нас километр 700, а газопровод диаметром 500 миллиметров километр 100. Но, тоже также были небольшие задержки по трубной продукции, за чего они тоже сместили, как я ранее уже говорил, свой срок выхода. Но, тем не менее, работу не выполнили. К сожалению, у нас вопрос в течение, будем говорить, середины июня до сегодняшнего дня оставался по качеству обратной засыпки и уплотнения того грунта, выемка которого была для укладки трубопровода. Мы только сегодня, грубо говоря, получили результаты по лаборатории. Силами УГРС переделывалась, будем говорить, это дважды переделывалась работа для того, чтобы не давала усадку та часть дорожного основания, по которой нам надо будет укладывать новый асфальт. И с сегодняшнего дня мы, в общем-то, и сейчас все силы сюда сегодня уже и начинают выходить. Так, фреза уже работает. Фреза уже начала работать. Сколько человек у вас работает? Ну, здесь 16 человек работает, не считая механизаторов, водителей. А сколько единиц? Ну, порядка 10 единиц. Когда планируете? Ну, по плану у нас 31 октября. Раньше не раньше? Ну, с этой задержкой трудно сказать. С этой это сколько? Ну, газовиками. с газовиками, Ну, да. газовиками там вот сколько задержка была? Месяц. Ну, в принципе, они полностью оснащены. Асфальтобетонный завод свой, у них полностью механизированный состав свой, люди свои, поэтому, в принципе, и намерение я с директором тут постоянно на связи. В общем-то, сопереживаю. Главное, мы дождались именно уплотнения. У нас проходила газопровод проходил, а так как у него не хватало уплотнения, мы буквально до той недели выходили с газовиками, там прямо он обрушился. И получается ее все вскрыли и заново уплотнили. Сейчас вот буквально, когда это была лаборатория? В пятницу была лаборатория, подходили. Везде в дорогах есть бордюры, да? Да. А вот эти бордюры, они что, так необходимы, да? Потому что вот... Они обязательно, если есть пешеходный поток, мы Безопасность. для ограничения пешеходного и транспортного потока требуем. бордюры, они же тоже способствуют задержке воды. У вас вода никуда не уходит. Вода? Нет, вода... она же, если есть продольный пруд, они являются направляющим устройством. Все время, я вот всегда замечаю эти бордюры, вода из-за этого остается, потому что выше становится. Уровень дороги ниже, это все выше. Вся вода у нас стекает на дорогу. Оно же как что? Да, и ничего. А вот посмотрите на западе, там нигде бордюры. У вас есть тоже сейчас? Вот как-то вот все уходит в Я вам покажу, кроме того, да, и поддерживающий элемент потом держит дорога дорогу. не ломается, как-то все уходит. чтобы она не Так, наверное, можно проект пересмотреть или еще что-то. Я не Не, знаю. ну тут, наверное, уклоны надо делать Или больше всего. уклоны делать. Чтобы вода Ну, сама да, стекала, ну, выходила. Я считаю, что вот как-то надо по-другому. Потому что вот через несколько лет она опять из-за воды вся потрескается, опять яма будет. Ну, вода это, Да, конечно...